Ең соңғы жасалған ең тамаша жұмыстардың бірі ол дана тиын деп аталатын портал. Бұны 2022 жылы мектепті аяқтаған түлектерім жасады. Ол жерде менің 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші, 8-ші, 8-ші сыныптарға арнап мемлекеттік бағдарлама негізінде жасалған мәтіндеріме олар 7 автоматтандырылған, яғни электронды тапсырмалар жасауы. Назарларыңызға қазір Буранбаевтың жасаған презентациясын ұсынамын. Қабыл алыңыздар. Информация про ваш класс, ссылка, по которой ученики могут зайти, и ваши ученики. Сами задания находятся в вкладке BLMD. В каждом BLM есть несколько текстов, то есть мы заходим в какой-то BLM, и тут появляются наши текста. Текста, они выглядят примерно вот так вот. Все слова этого раздела, они подчеркнуты вот таким вот отдельным цветом, как слово «оснада». И каждый текст, он уже идет с заданиями. То есть вы заходите дальше идете к заданиям, вы можете перейти в формате формативного оценивания, либо в формате UGMS. Для UGMS нету времени, за сколько нужно это выполнить, а для формативного оценивания вы можете поставить, что это задание должно выполниться за 50 минут. Вы пишете название для задания, ставите дедлайн и выбираете задание, которое вы хотите, чтобы сгенерировал вам искусственный интеллект. Можно выбрать Audromasta Kestendru, Jogsos, вот эти вот, выбираем вот эти вот игры и смотрим, как оно сгенерировало. То есть он сразу показывает с ответами для учителя. То есть Мектеп это школа будет, Хала город и так далее. Следующее задание это там, где пропущенное слово, тоже автоматически все сгенерировано и показано сразу с ответами. То есть слова уже внутри предложения. Вот это слово, где нужно в квадратике выбрать казахское слово найти. Это игра, где Дурус-Бурус, то есть вы ставите, это правильный ответ должен быть или неправильный, у ученика будет без ответа, и ему нужно будет угадать, правильно ответить, правильно это или неправильно. Тестовые вопросы и вопросы на запутанное слово, то есть ему даются вот эти вот нижние буковки, и нужно угадать, какое это именно слово. Когда вы проверили задание, вы можете нажать Tabs.ru, и у учеников появится это задание. Теперь посмотрим, как это выглядит у ученика. Ученики тоже заходят через свой аккаунт и видят свои задания, которые им опубликовал учитель, и могут посмотреть свои задания, которые они уже выполнили в прошлом. Задания, которые опубликовал учитель, там у них появляется также текст с функционалом Moku Mobile. Это означает то, что вы можете на слова кликать, и они автоматически появляются дефиниции и переводы на русский и на английский этих слов. То есть ученикам не нужно будет тратить время на то, чтобы каждое отдельное слово понимать, какой у него инфинитив, и словоформу понимать, какой у него инфинитив, и чтобы искать в словаре. То есть он просто нажимает на слова и учит все дефиниции, смотрит переводы слов, понимает, что они означают в контексте. И все новые слова этого раздела, они тоже подчеркнуты вот таким отдельным цветом. Потом ученик переходит к Tabs.ru и начинает решать задания. То есть тут, получается, у него тут задание, где слово нужно запутанное посмотреть. То есть он смотрит и пытается угадать ответ Терезе. Тут он сопоставляет переводы, то есть Мектеп это школа, Хала это город и так далее. Тут нужно угадать, какие слова находятся, какие слова пропущены, в какое предложение вставить. Дальше Дурус-Борос, ему нужно отгадывать, это правильно или неправильно. Тестовые вопросы, игра, где нужно найти слова в квадратике. Вот, если он не смог угадать, он нажимает GBRU, ему показывает правильный ответ. И кроссворд. То есть для учеников, для учителей есть 7 вариаций заданий, которые генерируются автоматически и могут быть выбраны для учителя. То есть вы можете, если вы проводите формативное оценивание, вы можете выбирать более такие академические тестовые разборы задания. Если вы проводите домашние задания или работу в классе, то можно сделать такие более игровые задания по типу сканворда или квадратные игры, вот таких вещей. И самая важная отличительная особенность приложения – это наши базы данных, которые мы создаем при поддержке Института языкознания Ахмета Байтурсынова и которые все редактирует Нуржан Лебаевич. Нуржан Лебаевич – наш главный редактор. Базы данных текстов, они отличаются тем, что для каждого раздела мы покрываем лексический минимум на 90%. То есть почти все слова нового раздела, они покрыты в наших текстах. И для того, чтобы изучить эти слова, ученики просто читают текста и нажимают на слова, и они автоматически появляются снизу. То есть не нужно каждое слово отдельно искать в словаре. Помимо этого, все текста написаны так, что они опираются на прошлые разделы. То есть нет забегания вперед, и ученик постоянно повторяет прошлые слова, чтобы по методике снежного кома больше запоминать эти слова.
Помимо этого, у нас есть автоматическая генерация заданий, то есть учитель видит задания, которые мы сделали ему, и даже может загружать свои задания. То есть, если вы не хотите, если, помимо того, что вы можете использовать наш текст, вы можете нажать на OPU Premium, загрузить сюда свой текст, который автоматически тоже станет кликабельным. Что означает кликабельным? Это означает то, что ученики смогут нажимать на слова и сразу видеть их дефиниции и переводы. И автоматически будут генерироваться 7 типов заданий, которые были показаны. И учитель может выбирать, какие именно он хочет включить в этот текст. И помимо того, что автоматически генерируются задания, они еще автоматически проверяются, и можно автоматически опубликовать оценки в Кундерик. А для учеников плюсы в том, что им не нужно будет каждое отдельное слово смотреть. Получается, опять же, они просто кликают на слово внутри текста, и оно сразу выпрыгивает с дефиницией и с переводом. И помимо этого ученик может видеть фидбэк по своим заданиям, то есть он может смотреть, какие он задания выполнил и где у него были ошибки, чтобы подготовиться к СОРу, например. И также он может выполнять задания, которые могут быть поинтереснее, потому что тут есть такие более академические задания, есть более такие игровые. Вот примерно такая концепция. Почему мы назвали Donut-in? Потому что мудрые белки, они, когда на зиму готовят орехи, они закапывают орехи под деревьями и часто забывают про эти орехи. И потом по итогу не питаются этими орехами, не получают выгоды от того, что они закопали эти орехи. И мы хотели, чтобы ученики, вот когда они читают текста, из-за того, что у нас нету таких текстов, которые постоянно опираются на прошлые слова, на прошлые разделы, ученики прочитают текст, и потом из-за того, что эти слова по-новому не используются в следующих текстах, они могут эти слова забыть, точнее. И потом никакой пользы не получить от того, что они прочли новый текст, выучили новые слова. И мы хотели писать такие именно текста, которые покрывают лексический минимум, опираются на прошлые слова, чтобы постоянно вот эти вот орешки ученики по итогу кушали, использовали в своей речи вот эти вот слова, которые они новые выучили, использовали в написании, видели в тексте и так далее. Вот. Примерно все. Был бы рад ответить на вопросы, если какие-то есть вопросы. Егер екінші, үшінші сыныптарға жасанды интеллект әр мәтінге кем дегенде 4 әйтпесе 6 суретке дейін салып берген болса, 4-ші, 9-ші сыныптардың әр бөліміне тақырыбына сайын Қазақстанның танымал тұлғаларымен видео түсіріп, соған тапсырмалар жасау жоспарланып отыр. Мысалы, ғарыш тақырыбына байланысты Тоқтар Әубәкіров пен, тіл мәселесіне байланысты бөлімге Мұхтар Шаханов пен, спортқа байланысты Данияр Елеусінов немесе зілтемірші Илья Ильин, хоккейші Нұрлан Қабиев, паралимпиаданың жеңімпазы Сиязбек Далиев, пауэрлифтингтен Серік Нұрғалиев, сол сияқты бақ құралдарына байланысты бөлімге Жарылғап Қалыбай, ең үлкен таралыммен шыққан журналдың автор ретінде, немесе Қыдырәлі Болман, Жақсы адамдарым бағдарламасының жүргізушісі ретінде түсіру жоспарланып отыр. Сол сияқты мұраға байланысты бөлімге Зира Наурызбай, Тамара Асармен, музыка бөліміне байланысты Роза Рымбаева, Қарақат сияқты танымал әншілермен, мүсінші Асми Аяжанмен, зергерлерге байланысты Ерлан Әлімбай, айтысқа байланысты Аманжол Әлтаев, Әлібек Серғалиев, Жандарбек Бұлғақов сияқты тұлғалармен видео түсіріп, оларға тапсырма жасау жоспарланып отыр.